Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 74 рубля 14 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 71 копейка. Покупают сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк. Доллар за 74,70, евро за 83,25. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка. Доллар за 74,27, а евро у Азиатско-Тихоокеанского банка за 83,67. Глава Якутии рассказал об опыте республики в области экотехнологий на международном форуме Noble Vision Open Innovations 2.0. Мероприятие проходит в гибридном формате на площадках технопарка Сколково и онлайн. Главная тема форума – знакомство с технологиями будущего, а один из первых круглых столов в программе был посвящен экономике замкнутого цикла, которая предусматривает создание условий для экологизации производства и повторного использования отработанных материалов. Опыт Якутии в области разработки экотехнологий представил участникам форума глава республики Айсан Николаев. Он подчеркнул, что Якутия, как самый большой по площади регион России с труднодоступными территориями и небольшими населенными пунктами, очень заинтересована во внедрении современных подходов к такой проблеме, как экологичная переработка твердых бытовых отходов. Он также отметил, что для развития экологичного производства и экономики замкнутого цикла сегодня необходимо активно привлекать научное сообщество и те компании, которые работают в области биотехнологий. Глава Якутии также коснулся вопроса создания карбоновых полигонов на территории республики, сообщив, что в стадии создания находится проектный офис, который будет заниматься реализацией этого проекта. Глава республики Айсан Николаев также рассказал о ходе обсуждений по строительству Ленского моста. Он отметил, что мост – это необходимость для Якутии, особенно сейчас, в период активного экономического роста. Во-вторых, это просто необходимо с точки зрения повышения качества жизни людей, которые находятся в экстремальных условиях. Глава республики привел в пример ситуацию с лесными пожарами этим летом, когда военную технику для тушения огня не могли переправить на тот берег реки. Поэтому строительство моста – это вопрос не только экономического благополучия и качества жизни, но и безопасности сотен тысяч человек. Проектная документация первого этапа уже получила положительное заключение глав госэкспертизы. По второму этапу проектная документация будет направлена в экспертизу до конца года. Тема обсуждения на итоговом онлайн-форуме про ДФО-2021 станет социальная инфраструктура, необходимая для развития регионов Дальнего Востока. Эксперты поговорят о реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», проектов, направленных на улучшение городских пространств, о культуре и спорте, а также влиянии пандемии коронавирусной инфекции на сферы образования и здравоохранения региона. Среди спикеров мероприятия – экономисты, представители власти, врачи и учителя, в их числе главврач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцко. Население республики может увеличиться до миллиона раньше прогнозируемых 2030-х годов. Об этом сообщил глава региона. Это произойдет, если темпы рождаемости и притока населения сохранятся на сегодняшнем уровне. Айсан Николаев также отметил, что в Якутию за последние 2 года впервые в постсоветской истории приезжает людей больше, чем уезжает. Кроме того, многие, кто уехал из республики за последние 5 лет, вернулись обратно. Препарат от COVID-19 ремдисивир поставили во все российские регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По поручению правительства закуплен централизованно новый препарат. Сейчас идет мониторинг его использования. Также обеспечен запас лекарственных средств и кислорода. Глава республики Айсан Николаев рассказал о том, как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции на отдаленных и труднодоступных территориях региона. В 20 центральных районных больницах весной были созданы выездные бригады. Медработники выезжали на буранах, вертолетах при наличии дорог, на санитарных автомобилях для вакцинации от коронавируса и других заболеваний. Эта работа продолжается и на сегодняшний день. Все профилактические прививки проводятся также при
возвращения оленеводов из стада в поселке, отметил Айсен Николаев. Он также сообщил, что ограничительные меры в регионе диктуются текущей ситуацией. Снять все ограничения в ближайшее время не получится. Срок действия результатов ПЦР-тестов на ковид сократили до 48 часов. Ранее его срок действия составлял 3 суток. Власти приняли данное решение из-за повышенной заразности омикрон-штамма. Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов. Ведомство уточнило, что выписка лица, контактировавшего с больным, у которого не появились симптомы в течение периода изоляции, осуществляется без ПЦР-теста. Станция скорой помощи Якутии продолжает отмечать свой 90-летний юбилей. Все эти годы ее сотрудники борются за жизни людей, порой полностью отдаваясь профессии. Последние 2 года стали для скорой помощи особенно тяжелыми из-за эпидситуации. Также пришлось отменить празднование юбилея, которое станция отмечала в феврале. Медики и сегодня на передовой и в течение всего года продолжают получать поздравления. К ним присоединилась наша коллега Мадина Халикова. Она выходит на прямую связь со студией. Мадина, здравствуй, расскажи, чем примечателен для медработников этот день? Здравствуй, Кристина. Да, мы сейчас находимся на станции скорой медицинской помощи Якутска. И хочу сказать, что за время нашего здесь прибытия уже прошло, наверное, около 10 вызовов. Фельдшеры, медики работают вообще практически без передышки. Сейчас некоторые смогли уйти на обед буквально на 5 минут, потому что работы действительно очень много, все очень загружены. Более 500 вызовов принимают ежедневно, работают врачи по 13 часов. Но этот юбилейный год, 90 лет исполнилось станции скорой медпомощи Якутии. И хоть в феврале не смогли широко отпраздновать это мероприятие, в пятницу будет торжественное награждение врачей, с чем, собственно, мы их хотим поздравить. Но вообще скорая медпомощь каждый год старается модернизировать свою материально-техническую базу. А вот как, нам расскажет главный врач станции скорой медицинской помощи Якутска Татьяна Андросова. Давайте ее послушаем. Нужно сказать, что ежегодно распоряжением правительства Российской Федерации выделяется около 5000 машин скорой помощи, из которых, конечно же, к нам тоже приезжают эти машины. Например, в этом году было выделено 18 машин скорой помощи, которые были полностью оснащены всеми медицинскими оборудованиями общей стоимостью за одну машину 3,5 миллиона рублей. То есть там оборудование на 2 с лишним миллиона рублей и 1 миллион с лишним стоит сам автомобиль. В прошлом году мы получили, и еще в этом году мы получили 44 машины, которые мы разыграли за федеральные деньги для первичного медико-санитарного звена нашей республики. Мы как поставщики для всей республики. Хочу напомнить, что 1,5 года мы уже живем в условиях пандемии. И, конечно же, большая нагрузка на наш медицинский персонал легла в связи с тем, что эпидобстановка у нас остается сложной. Поэтому хочется им пожелать выносливости и терпения. Это действительно наши ангелы-хранители, которые нам помогают, нас защищают. И в 90-летний юбилей хочется пожелать им всего только самого доброго и, главное, терпения и самим быть здоровыми. Ну, а еще хочется отметить, что на скорой станции медицинской помощи в Якутске работают 570 человек. Это очень большая заполняемость. Создано 25 бригад. Вот как уже отметила главный врач, пополняется материально-техническая база. Добавилось 18 новых автомобилей для комфорта, для комфортной работы наших медиков. Ну а пока на этом у меня вся информация. И подробнее узнаете в вечерних выпусках новостей. Мадина. Кристина. О работе станции скорой медицинской помощи нам рассказала моя коллега Мадина Халикова. А мы продолжаем. В Национальном республиканском центре медицины состоялось открытие мемориальной доски памяти и почитания Егорова Бориса Афанасьевича. Доску открыли сын Алексей Егоров и Вячеслав Александров, экс-министр здравоохранения и друг Бориса Егорова.
Борисом Егоровым разработаны основополагающие принципы развития здравоохранения Якутии. Под его руководством завершалось строительство клинико-диагностического центра, началось строительство Центра материнства и детства, был открыт научно-практический центр «Вилюйский энцефаломиелит». Сейчас в медцентре активно развивается биомедицина и клеточная технология. Уже в текущем месяце в медцентре запускается кардиоцентр. В учреждении разместятся кардиология, нейрососудистое отделение, неврологии и хронической сердечной недостаточности. 8-этажный объект рассчитан на 150 общих коек и 25 реанимационных. В нем будет оказываться помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии и по нарушению мозгового кровообращения. С запуском нового центра население получит мощную, современную и хорошую базу для лечения. На сегодня мы, понимая историю, да, и на этой истории будем строить платформу развития нашего здравоохранения. Инициатором вступили ветераны здравоохранения, организаторы здравоохранения. И еще раз я повторяюсь, мы, понимая, что на истории нужно строить будущее, мы вот сегодня открываем мемориальную доску. Сейчас мы курс берем на развитие биомедицинских клеточных технологий. Перед нами стоят задачи реконструкции Национального центра медицины. Нам уже 30 лет, и сейчас наше здание требует определенных вложений по оборудованию, по техническому перевооружению. Айсан Николаев пригласил голливудского актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдет в регионе в 2023 году. Глава республики добавил, что голливудский актер неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных и что его беспокоит изменение климата на планете. По мнению Айсана Николаева, такие вопросы должны решаться всем человечеством. Ранее он заявлял, что Всемирный саммит 2023 года в Якутске должен стать важным событием в укреплении международного сотрудничества по климатическим вопросам, в первую очередь по вопросам противодействия последствиям деградации криолитозоны. «20 человек погибли после того, как автобус утонул в реке в Кении. Подробности далее. Пугающие кадры удалось снять очевидцам страшной аварии в Кении. Там автобус снесло паводковыми водами. Погибли по меньшей мере 20 человек. Такие данные озвучила губернатор округа Китуи, в котором произошла трагедия. На борту находилась группа верующих, и очевидцы рассказывают, что слышали отчаянные крики, когда течение начало сносить машину. Многие из свидетелей бросились к автомобилю, пытаясь спасти тех, кому удалось выжить. Из-под воды удалось вытащить по меньшей мере 17 человек. Спасательная операция проводилась сотрудниками Кенийского Красного Креста и служб безопасности страны. На прошлой неделе во многих районах восточноафриканского государства выпали необычайно сильные осадки. В США почтили память жертв атаки на Перл-Харбор, рассказывает Сергей Берец. В 7 часов 55 минут по местному времени 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Соединенные Штаты. 183 самолета первой волны, торпедоносцы, пикирующие бомбардировщики и истребители атаковали базу ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. Они стартовали с авианосцев, находившихся в 230 морских милях от цели. В результате операции погибли 2403 американских военных и 68 мирных граждан. Уничтожены или серьезно повреждены несколько линейных кораблей, по 3 крейсера и эсминца. Накануне 80-й годовщины удара по Перл-Харбору здесь состоялась траурная церемония в честь моряков, погибших на учебном линкоре «Юта», который японцы спутали с авианосцем. В ней приняли участие военнослужащие, ветераны, родные и близкие покойных. Утром 7 декабря 1941 года в первые минуты атаки на Перл-Харбор в Юту попали 2 торпеды. В пробоины хлынула вода. Командир оставался в машинном отделении, чтобы следить за состоянием котлов и позволить экипажу покинуть борт. Юта затонула через 12 минут. Погибли 58 моряков.
Каждый из них был назван по имени. Национальная парковая служба и ВМС США организовали несколько подобных траурных мероприятий в память о жертвах нападения на Пёрл-Харбор. Днем позора назвал дату неожиданного и предумышленного нападения Японской империи на Соединенные Штаты президент Франклин Делано Рузвельт, выступая в Конгрессе 8 декабря 1941 года. В качестве главнокомандующего сухопутных и военно-морских сил он отдал приказ принять все меры для обороны страны. Америка вступила во Вторую мировую войну. В августе 1945-го Япония капитулировала перед союзниками. Тиары жены Наполеона ушли с молотка в Лондоне, рассказывает Никита Конев. Две диадемы, предположительно принадлежавшие первой жене французского императора Наполеона Бонапарта Жозефине, были проданы на аукционе во вторник более чем за 560 тысяч фунтов. Украшенные гравированными драгоценными камнями изделия начала XIX века являются частью ювелирных наборов и были предложены в рамках торгов сокровища аукционного дома Сотбис. Одна тиара из золота и эмали с 25 сердоликовыми инталиями была продана за 450 600 фунтов. Это больше 44,5 миллионов рублей, что значительно выше ее первоначальной оценки. Она шла с парой сережек, расческой для волос и украшением для пояса. Вторая тиара с 5 камеями в виде голов Зевса, Диониса, Медузы, Пана и Геи из древнегреческой мифологии была продана за 126 тысяч фунтов, больше 12 миллионов рублей. Ее выставили на торги с поясными застежкой и украшением. Рождественский сезон оживил разные уголки планеты, несмотря на продолжающуюся пандемию. На горных склонах в США сотни Санта-Клаусов спустились в праздничном заезде. В Ирландии гребцы в костюмах проплыли по реке Лиффи. В Чехии Святой Николай раздал детям подарки, а в Вифлееме открылся рождественский рынок на Библейской улице. Склоны и подъемники на курорте Сандей-Риве в штате Мэн на северо-востоке США в воскресенье были заполнены весельчаками, одетыми в фирменные костюмы Санты с белой меховой отделкой. Среди 232 лыжников и сноубордистов в красном был один спортсмен в зеленом костюме Гринча, вдохновленный книгой доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». 21-е ежегодное воскресенье Санта-Клаусов на местных склонах принесло не только радость окружающим, но и деньги. В этом году, благодаря его проведению, удалось собрать $4640 для фонда «Ривер», благотворительной организации, которая знакомит молодежь с преимуществами отдыха на свежем воздухе. В тот же день 1,5 десятка любителей падл-серфинга в Дублине отправились на реку Лиффи, одетые в костюмы Санты и других рождественских персонажей, вроде оленей и снеговиков. Свой заплыв они совершили в надежде развеселить зрителей, а также пообщаться с другими гребцами. Спортсмены украсили свои доски и весла надувными игрушками и гирляндами. Они махали людям, наблюдавшим с берега и мостов, и звонили в колокольчики. А в Праге дети выстроились в очередь за угощениями от Святого Николая на Староместской площади, когда взрослые готовились к очередному Рождеству в условиях пандемии. Власти сообщили об одном из самых высоких в мире показателях смертности на душу населения. В обычные годы актеры, одетые как Святой Николай, ангел и дьявол, ходили от дома к дому, раздавая маленькие подарки детям и слушая, насколько хорошими или плохими они были за последний год. Но на этот раз святой был один. «Дьявол и ангел на карантине», — сказал актер Петр Новак. Муниципалитет Вифлеема открыл рождественскую ярмарку на Звездной улице, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, заброшенном со времен Второй интифады – палестинского восстания против Израиля. После парада с участием Санта-Клауса, больших кукол и танцоров, десятки продавцов открыли свои лавки на рынке. Библейская улица является одним из пунктов христианского паломнического маршрута, который отмечается как часть пути Марии и Иосифа во время их поездки в Вифлеем. После Второй интифады и последовавших за коронавирусом ограничений улица оказалась заброшенной, а ее фирменные зеленые витрины были закрыты ставнями, пока рождественский рынок не оживил ее. В
Вернемся к новостям нашего региона. Около 12 тысяч преступлений зарегистрировали за 11 месяцев этого года на территории республики. Наибольшее их количество, около 6 тысяч, совершено в столице. Из них 544 особо тяжкие преступления, в том числе 82 убийства, а также 61 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших. Отмечается, что рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации, составил 38,5%. На 25,5% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 47% из них составили кражи. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей Челябинской области. Они обвиняются в совершении 11 эпизодов преступления. Так, в период с декабря 2019 года по август 2020 мошенники, представляясь сотрудниками банковских учреждений, звонили потерпевшим, проживающим по различных регионах России, в том числе в республике, и сообщали им ложные сведения о необходимости срочного перечисления их денежных средств на другие безопасные счета. Впоследствии поступившие средства обналичивались в банкоматах. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в суд для рассмотрения по существу. А какие виды мошенничества в Ленске самые популярные, узнавала Анна Кожевникова. На лидирующих позициях среди видов мошенничества в Ленске до сих пор остаются звонки от лжеработников банков, а иногда и от псевдосотрудников правоохранительных или надзорных органов. Стали распространенными во время пандемии и завлекающие оповещания, выскакивающие в браузере о различных выплатах. Также много сегодня копий сайтов продаж, которые сложно отличить от настоящих. По итогам 11 месяцев у нас совершено 45 случаев мошенничеств и 16 фактов – это краж денежных средств с банковских граждан. Но способы все одни и те же, только добавляются маленечко новые способы. Это такие способы, как люди у нас начинают вкладывать денежные средства в различные инвестиционные фонды с целью быстрого получения прибыли. Так, в недавнем времени самый крупный ущерб потерпели именно жертвы инвестиционных форумов на суммы 1 миллион 600 тысяч и 1 миллион 900 тысяч рублей. Ленчанам пообещали получить невероятную прибыль за несколько дней, с 1 миллиона сразу 1,5. Некоторые для этих целей берут кредиты. Как показывает следствие, ноги у этих инвесторов растут из-за границы. И сотрудникам правоохранительных органов сложно раскрывать такие преступления. Поэтому прежде всего важна профилактика. Если вы наблюдаете какие-то непонятной операции по вашим счетам, необходимо выйти на ближайшего представителя банка через службу безопасности и заблокировать карту. Если есть какие-то сомнения, все-таки рекомендуем снимать скрины со страниц, чтобы это впоследствии могло как-то облегчить работу правоохранительных органов. Если раньше в основном на уловки мошенников попадались пожилые люди, то сегодня у жертв нет возрастных границ. Поэтому будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. О событиях вокруг компании «Алроса» конца 90-х годов теперь можно прочитать на якутском языке. В Национальной библиотеке республики состоялась презентация книги писателя, журналиста Вячеслава Щепоткина в переводе на якутский язык Павла Неустроева. Роман «Дуэль алмазных резидентов» – это политико-экономический детектив, рассказывающий о криминальной ситуации вокруг фантастических богатств страны, огромном наследии Советского Союза из алмазов и бриллиантов, собранных в Гохране, и ведущей алмазодобывающей компании мира «Алроса». За обладание этими богатствами и сталкиваются руководитель главдрагмета и президент компании. На стороне каждого свои сообщники и соратники. Действие происходит не только в России, но и в США, Бельгии, Израиле и Греции. К столетнему юбилею Якутии в городах и селах республики будет введено 100 значимых объектов. Строительство ведется за счет средств федерального и республиканского бюджета. По информации Минстроя региона, введено 76 объектов. До конца года планируется ввести еще 11. В следующем году завершится строительство оставшихся 13 объектов образования, спорта и социальной инфраструктуры. Среди крупных действующих объектов здравоохранения – перинатальный центр в городе Якутске,
Якутске. Первая очередь Якутского республиканского онкологического диспансера, детский туберкулезный санаторий. Также введены в строй Республиканский лицей-интернат в Якутске, Международная арктическая школа, современные школы и детские сады в столице и районах республики и многие другие объекты. В 3 районах республики будет реализован проект «Передвижной учебно-строительный комбинат». Он представляет собой уникальную форму организации профессионального обучения и проведения профориентационной работы со школьниками, при которой материально-техническое оснащение, необходимое для процесса обучения, перемещается в виде автобуса в населенный пункт по месту оказания услуг профобучения и профориентационной работы. Напомним, проект «Пуск» был апробирован в Горном Улусе по рабочей профессии сварщик ручной дуговой сварки, плавящимся покрытым электродом. 16 слушателей из местного населения смогли пройти обучение и получить востребованную рабочую профессию, не выезжая за пределы места проживания. На сегодняшний день в региональном банке вакансий имеется более 12 тысяч открытых вакансий, из них 62% по рабочим специальностям, по рабочим профессиям. Именно поэтому мы считаем, что проект «Пуск» чрезвычайно важный, и его реализация несет значительный вклад в решение многих задач, в том числе в сфере занятости населения. Прежде всего, очень важно, что в проекте у нас будут участвовать молодые граждане до 35 лет, которые не имели профессионального образования, а таких у нас на сегодняшний день на учете состоят более 55%. Это даст им шанс трудоустроиться именно в своем родном Улусе. Южно-Якутский технологический колледж активно развивает сферу IT в Нерюнгри. Большие возможности для воплощения в жизнь идей студентов появились с открытием 4 новых мастерских в колледже, рассказывает Екатерина Павлова. Мастерские интернет-вещей, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, машинное обучение и большие данные и разработка мобильных приложений были созданы в рамках национального проекта образования. На нашем отделении информационных технологий всего функционирует лаборатории по 7 компетенциям. Видеопроизводство, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса. И вот сейчас у нас запустились в конце августа 4 новые мастерские. Получить знания из мира IT в новых лабораториях имеют возможность студенты, школьники и взрослое население, осваивая востребованные компетенции по определенным курсам. Сейчас уже тесно идет взаимодействие со школой номер 1. Они обучаются по направлениям интернет-технологии, информационной технологии и разработка мобильных приложений. В начале декабря на базе Южно-Якутского технологического колледжа состоялся республиканский форум IT-компетенции «Мой выбор», где 6 команд в течение 2,5 часов разрабатывали концепции своих IT-продуктов и презентовали их экспертам. Первое место разделили команда Покровского колледжа с презентацией мобильного приложения для неопытных молодых родителей и команда Южно-Якутского технологического колледжа с приложением для путешественников. Концепция приложения в том, чтобы сделать чат-бота, который будет подсказывать вам, чего бы вы хотели, там сходить, не знаю, в ресторан, какой-нибудь парк, достопримечательности посмотреть. Участники WorldSkills. До этого мы вместе участвовали в хакатонах, поэтому был опыт работы. Я больше по разработке, именно напрямую писать код. Участники форума с экспертами обсуждают возможности развития IT-технологий и активной цифровизации мира. Возможностей очень много, так как это самое, наверное, развивающееся направление в мире. В целом приходит множество так называемых хакатонов, это соревнования для программистов, куча конкурсов по стартапам в IT-сфере и прочее. То есть, я доношу до ребят, у меня непосредственно свой практический опыт имеется работы в этой сфере. Впереди новые конкурсы и новые победы. И современные площадки колледжа пустовать не будут. Так уже на следующей неделе начнется чемпионат WorldSkills, к которому сегодня идет активная подготовка. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В республике проходит ежегодный форум «Шаг в будущую профессию». Как и всегда, форум ориентирован на развитие студентов в профессиональных образовательных учреждениях посредством изучения будущей профессии, научных новшеств, современной техники и высоких технологий в приоритетных отраслях инновационной экономики. В этом году мероприятие посвящено Году науки. Наш корреспондент Надежда Саханская побывала на открытии мероприятия и готова рассказать нам о нем более подробно.
Коллеги, приветствую. Действительно, 2021 год в нашей стране объявлен годом науки и технологий. Именно этому посвящен 15-й юбилейный форум «Шаг в будущую профессию». Мероприятие уже идет полным ходом. В этом году оно точно так же, как и год назад, проходит в очно-заочном формате. Ну а более подробно о сути мероприятия нам рассказал первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный. Предлагаем послушать. Дело в том, что для школьников, для тех, кто учится в 9 классе, в 10, 11, традиционно в нашей стране существовали разные возможности. Да? Олимпиады, конкурсы. И много лет тому назад по инициативе Московского государственного технического университета имени Баумана и академика Владимира Петровича Ларионова здесь в республике стартовала программа «Шаг в будущее». Но не были охвачены те ребята, которые идут после 9 класса, либо после 11 поступают в систему среднего профессионального образования в колледжи и техникумы. А они не менее талантливы, они не менее способны к исследовательским работам. И поэтому 15 лет назад по инициативе тогда Министерства науки и профессионального образования была такая инициатива, что должен появиться форум «Шаг в будущую профессию». Как действительно те ребята, которые получают специальность, получают ту или иную профессию, они могут применить свою исследовательскую свою инициативу для того, чтобы выполнять интересные проекты. Проекты не только связанные с самими научными исследованиями, но и носящие часто прикладной характер. И эта инициатива была поддержана в то время научным сообществом республики. Есть коллеги, которых мы сегодня отмечали, и от экспертов сегодня у нас здесь присутствует Андрей Иннокентьевич Матвеев, Института горного дела Северо-Сибирского отделения РАН, которые все эти годы сопровождают экспертно данный проект. И 15 лет, действительно, это большая история. Тысячи и тысячи ребят прошли через этот проект. Многие из них стали работать, после этого поступили, получили уже высшее образование. Часть из них стала учеными и исследователями. Я считаю, что это большой залог, это действительно научно-социальная программа, практически ориентированная программа. И теперь, если мы посмотрим на юбилейный, да, наш вот этот форум 2021 года, это не только сама 15-я научно-практическая конференция, но и это вопросы, касающиеся моделирования, касающиеся дизайна, Digital Idea, это деловая игра «Марафон бизнес-идей». То есть это те, на самом деле, мероприятия, которые способствуют раскрытию потенциала, взаимодействию в группах, и это потом нужно во взрослой серьезной жизни. Ну а я отмечу, что традиционно участников мероприятия ждут многочисленные мастер-классы, семинары и открытые столы. И более того, в этом юбилейном 15-м году для форума «Шаг в будущую профессию» был разработан специальный логотип, который символизирует собой среднее профессиональное образование. К этому часу пока вся информация. Мы продолжим следить за ходом мероприятия. Коллеги, передаю вам слово. Якутия вошла в топ-5 номинантов на премию Russian Creative Award. Отбор финалистов проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Члены экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях. Якутия претендует на звание «Креативный регион» наряду с Москвой, Ульяновской областью, Нижним Новгородом и Ханты-Мансийским автономным округом. В этом году первая независимая национальная премия в области креативных индустрий проводится впервые. Цель ее – выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России. Время чудес. Новогоднюю акцию под таким названием запустил Центр «Мои документы» совместно с Почтой России, Технопарком и Агентством развития туризма и территориального маркетинга. Идея акции заключается в том, что каждый горожанин может поздравить своих родных и близких не в социальных сетях, как мы все привыкли, а старым способом, написав новогоднее послание в открытке. Ульяна Шагина с подробностями. По-настоящему добрую новогоднюю акцию решили запустить в Центре «Мои документы». Каждый желающий теперь может написать новогоднее послание и, как много лет назад, поздравить своих близких, отправив им частичку своего тепла, заключенную в открытке.
Почему мне это приятно? Потому что я сама уже 3-й год отправляю письма своим родным, близким, коллегам. Я выбрала очень теплую открытку с пряничными человечками. Считаю, что от нее пахнет и веет имбирем, счастьем, Новым годом. Это очень приятно, на наш взгляд, получить такую весточку, особенно тем, кто давно это не делал, и возродить эту добрую старую традицию. Акция «Время чудес» у нас началась вчера, 6 декабря, и наши заявители в окнах уже подписывают эти открыточки и кладут в почтовый ящик. На выбор предоставляется 5 различных открыток с новогодними сюжетами блогера, фотографа Натальи Конешниковой. Каждая из них отражает не только тематику предстоящего Нового года, но и рассказывает немного о Якутии. Каждая из открыток фотографа Натальи Конешниковой рассказывает о Якутии. К примеру, здесь национальные блюда. И мне кажется, можно поздравить не только жителей республики, но и отправить такую весточку по всей России. Почтовый ящик установлен здесь же, в главном офисе моих документов, а также в дополнительном филиале по Лермонтово и на 1-м этаже технопарка Якутия. Открытки раздаются совершенно бесплатно. На них уже наклеены марки. От отправителя требуется только написать текст поздравления и внимательно заполнить адрес. Хотели бы сказать, чтобы обязательно, когда подписывают открытки, указали правильно индекс и адрес. Открытки можно отправить в любую точку России. Со своей стороны мы будем не реже 3 раз в неделю чистить почтовые ящики и обеспечить пересылку по указанным адресам. Давайте все вместе возродим забытую и очень добрую традицию открыточных посланий. Ведь в каждом из них мы заключаем волшебную атмосферу предстоящего чуда и по-настоящему сможем порадовать своих родных и близких. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. О датах и событиях сегодняшнего дня смотрите далее. На календаре 8 декабря. Сегодня отмечают День образования российского казначейства, Международный день художника, День сала, День великого незнания, День орнаментальной музыки. По народным обычаям в этот день почитают память священномученика Климента, папы римского, ученика апостола Петра. В этот день люди молотили зерно. Принято было приступать к работе на голодный желудок, чтобы сытость не мешала труду и не клонила в сон. В старину люди верили, что в этот день вокруг домов бродили волки, поэтому старались не покидать свои жилища. Если в этот день петухи запоют рано, то скоро наступит оттепель. События в этот день. В Петербурге по инициативе императора Николая I основана Николаевская академия Генерального штаба, ныне Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В США запатентован коаксиальный электрический кабель. Утвержден флаг Евросоюза. В Беловежской пуще было подписано Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. В этот день вышел указ президента Российской Федерации о создании федерального казначейства. В Москве произошло подписание договора о создании союзного государства России и Белоруссии. В этот день родились Мария Стюарт, королева Шотландии, Александр Адоевский, русский князь, поэт-декабрист, писатель. Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации. Анатолий Дуров, русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии. Владимир Шаталов, советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза. Клара Румянова, советская и российская актриса театра, кино и радио, заслуженная артистка РСФСР. Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors. Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Ким Бессинджер, американская актриса и модель, лауреат премии «Оскар». Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. В Якутии в этот день родился Федор Кузьмич Попов, участник Великой Отечественной войны, первый герой Советского Союза из Якутии.
Именины сегодня отмечают Ярослав, Ян, Серафим, Семен, Петр, Павел, Николай, Кузьма, Клим, Илларион, Иван, Григорий, Виктор, Василий, Андрей, Александр, Магдалина. И в конце выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня весь день снег, температура воздуха минус 6 градусов. Ближе к ночи ожидается минус 7, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. В Нерюнгри минус 13, давление составляет 692 миллиметра ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 16 градусов. В Ленске сегодня минус 13, идет снег, к ночи потеплеет до минус 16 градусов. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. В Мирном днем температура воздуха минус 27 градусов, ночью минус 29, атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И в столице республики сегодня весь день будет идти снег, минус 35 градусов, вечером минус 36, ночью минус 35. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, атмосферное давление составляет 752 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.